Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. У нас двое новеньких. Итак, первая история. Видео, где среди ворон в лесу сидит собака, не один день гуляла по чатам, по группам. Проезжающие мимо на машине люди видели, как его просто вытолкнули из машины и оставили наедине с морозом минус 45 градусов без какого-либо укрытия. Больше 10 дней этот несчастный пес сидел там в лесу, не уходя. Он ждал как хатика, надеясь, что за ним все-таки вернутся. Надеялся на чудо. Как выяснилось, это молодой мальчик, около 2 лет. Он был брошен в лесу вдали от города еще 26 декабря. К счастью, благодаря неравнодушию нашей Надежды, которая, как всегда, первая пришла на помощь, мы успели его спасти. Так, вот мы приехали за собачкой. Сына! Иди сюда, сыночка! Брошенный, вон сколько ворон у него. О, сколько много. Сына! Иди, маленький. Иди, малыш, мы за тобой приехали. Иди, хороший. Иди, я тебе колбасу принесла. Да, конечно, сыну бросили. Какие они, а? В лесу бросили. Сына, иди, я тебе колбасу принесла. Иди, малыш. Иди сюда, хороший. Иди, маленький. Иди сюда. Молодец. Ай, молодец. На. Ай, молодец. Иди, тебя группа НС из Москвы хочет спасти. В Москву полетишь брошенный. Ти мой сладкий. Иди колбаску возьми. Иди колбаску возьми. Иди, сыночка. Видите, кругом лес, трасса. Мальчишка оказался очень контактным и добрым. Конечно же, в лесу он просто не выжил. Сейчас он в безопасности, но нуждается в заботе и лечении. Конечно же, лес не место, где можно выжить, особенно молодому неопытному животному. Он не знает ни как добывать пищу, ни как защищаться от холода и опасности. Поэтому он просто ждал. Этот мальчишка не заслужил такого жестокого обращения, и он не виноват в том, что стал жертвой чьей-то бездушности. Давайте не оставим его в беде, давайте спасем этого молоденького мальчика. История вторая. Очередной самоед, преданный своими хозяевами, если их так можно назвать. Оказывается, в августе он уже попадал в отлов, но в тот раз хозяева его все-таки забрали. И вот в очередной раз он оказался сначала на улице, долго бродил по Якутску, потому что во многих чатах появлялось его видео, пытались искать хозяев, и попал в отлов и в ППЖ. Состояние у него ужасное, он грязный, вся шерсть в колтунах и очень худой. На этот раз хозяева не стали забирать его из ППЖ, а сразу отказались и даже отдали его паспорт. Оказывается, 30 ноября ему исполнился всего лишь годик. То есть это совсем маленький ребенок. К сожалению, уже не первый раз мы убеждаемся в том, что порода не спасает от жестокого предательства. Сына, на. Сюда, морду разверни. Вот такой мальчишка. Красавчик. Малыш. Тебя малышом здесь назвали, да? Вы только представьте, что значит для домашней собаки оказаться в условиях ППЖ. Это ужасный стресс, страх и непонимание происходящего. Конечно же, шансов выжить у него там просто нет. Наши финансовые и физические ресурсы полностью исчерпаны. Но увидев этих двух бедолаг и понимая, что без помощи они просто обречены на смерть, мы не смогли пройти мимо и оставить их. Друзья, без вас мы не справимся. Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями, знакомыми. Чем больше людей узнает о наших подопечных, тем больше шансов
у них на спасение. Мы верим, что вместе мы сможем преодолеть все трудности и дать шанс этим хвостикам на ту любовь и заботу, которую они заслуживают. Благодарим вас за то, что вы не остаетесь равнодушными и помогаете нашим хвостикам.